приглашается к трибуне эксперт Джоорку Кеңеша. Ваше выступление будет в качестве представителя, в качестве третьего лица, вы будете сейчас выслушаны, поскольку мы не будем вас выслушивать в качестве эксперта. Мы будем выяснять, вам известно, да, об обстоятельствах проведения требуемых экспертиз обжалуемого закона. Так, да? Для начала представьте полную информацию о себе. Сакыулу Русланбек. В настоящее время работаю заместителем заведующего отдела проведения экспертиз аппарата Джоорку Кеңеша. Сакыулу Русланбек. Год рождения, место жительства. Место жительства Чуйская область, место рождения Ошская область, Каракулджинский район, село Каракулджа. Так. Пожалуйста, изложите свою позицию по поводу тех вопросов, для чего вы были вызваны. Относительно, если позволите, скажу, относительно данного процесса нам было направлено обращение с приложением ходатайства представителей общественного объединения. Там было истребование, там в этом документе была информация об истребовании документов, подтверждающая их квалификацию и аккредитацию как экспертов. Там в данном случае сообщаем следующее. Оспариваемые нормы законов, в частности части 2 и 3 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о некоммерческих организациях и статьи 14 Закона Кыргызской Республики о государственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств. Отмечаем, что положения обозначенных норм были внесены на рассмотрение Джоорку Кеңеша Кыргызской Республики проектом Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики от 6 февраля 2020 года. В порядке, предусмотренном в статье 48 Закона Кыргызской Республики в регламенте Джоорку Кеңеша Кыргызской Республики, данный законопроект поступил в экспертную службу для проведения специальных видов экспертиз. Имеется в виду, данная ссылка закона, он уже утратил силу, поскольку я это напоминаю, этот документ работал в то время, когда мы проводили данную экспертизу. Одновременно при этом функция проведения специальных видов экспертиз к законопроектам в тот момент осуществлялись отделом специализированных видов экспертиз и правовой экспертизы аппарата Джоорку Кеңеша. При этом отмечаем, что экспертная служба в лице отдела специализированных видов экспертизы и правовой экспертизы являлись одним из структурными подразделением аппарата Джоорку Кеңеша. Учитывая статьи 24 Закона Кыргызской Республики о государственной гражданской службе и муниципальной службе, в то время работал, сотрудники вышеуказанных отделов, компетенции которого относились обеспечение деятельности Джоорку Кеңеша, назначались и в настоящее время назначаются руководителем аппарата Джоорку Кеңеша Кыргызской Республики и вступает в качестве государственных служащих. Соответственно, квалификационные требования для поступления в государственную службу производятся в соответствии с законодательством в сфере государственной гражданской службы. Сейчас, момент. В связи с чем соблюдение требований части 1 и 2 статьи 20 Закона Кыргызской Республики о нормативных правовых актах осуществляется соответствующим структурным подразделением аппарата Джоорку Кеңеша Кыргызской Республики в порядке и сроки, установленные в Законе Кыргызской Республики о регламенте Джоорку Кеңеша Кыргызской Республики. Относительно документов, прохождениях о прохождении аккредитации экспертов аппарата Джоорку Кеңеша Кыргызской Республики, осуществляющих специализированные виды экспертизы законопроектом, стоит отметить, что субъектами аккредитации выступают физические и юридические лица, получившие аккредитацию, уполномочены участвовать в качестве независимого эксперта в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также запрашивать необходимую для проведения экспертизы информацию от государственных органов, за исключением информации, носящей секретный характер. В соответствии с частью 5 статьи 20 вышеуказанного закона аккредитацию независимых экспертов на право осуществления специализированных видов экспертиз проводит уполномоченный государственный орган в сфере аккредитации, определяемый правительством. В данном случае данным уполномоченным органом является Министерство юстиции. И проводит в соответствии с определенным положением, утвержденным постановлением Джоорку Кеңеша от 15 июля 2013 года. И
В связи с чем хочу отметить, что право пользования услугами независимых экспертов предусмотрено в статье 27 Закона Кыргызской Республики о регламенте Жоғарғы Кеңеші Кыргызской Республики. В частности, согласно пункта 4 части 1 статьи 27 данного регламента, Комитет Жоғарғы Кеңеші по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе принимать решения о направлении проекта закона председателю Кабинета министров Кыргызской Республики, Верховному суду, Генеральному прокурору и другим государственным органам, относящимся к их ведению, акыкатчы, а также независимой экспертной организации для дачи заключений и рекомендаций. В связи с этим хочу отметить, что в данном случае экспертная служба не является предметом аккредитации, они являются государственными служащими. И выше были заданы вопросы от представителей общественного объединения, что экспертные службы не должны функционировать, я так, в моем понимании, в законотворческом органе, в данном случае Жоғарғы Кеңеші. Ну, это считаю неприемлемым, поскольку Конституция гласит, что субъектами законодательной инициативы являются в том числе депутаты Жоғарғы Кеңеші. Соответственно, разработка того или иного заинтересованного депутата вопросу разрабатывается именно этим инициатором, а не Жоғарғы Кеңешем. Даже в Жоғарғы Кеңеше нет такой структурной подразделения, который разрабатывал тот или иной проект законодательного акта. У меня вот в целом все. Если вопросы будут, готов ответить.